могу иначе, снова еду в Качу за советом у земли родной, где шумят просторы ветром в малых голах, где родные ждут меня домой. Качугский район – административно-территориальное образование и муниципальное образование в Иркутской области России. Административный центр – поселок городского типа Качуг. Качугский район на юго-западе и западе граничит с районами Усть-Ордынского Бурятского округа, на северо-западе – Жигаловским районом, на севере – Казачинско-Ленским районом, на северо-востоке – с Бурятией, на юго-востоке и юге – с Ольхонским районом. Создан декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета о разделении территории Иркутской губернии на округа и районы от 28 июня 1926 года. Я в душе заплачу, ведь Качу, я тебя люблю. Худые деревни бегадда. Просто так жили, кто как. Алхунат отдельно, Бураев отдельно, Кузьмины отдельно, Хашот, Гурбат, Горболот. Так деревушки жили. И до сейчас они называются Борок, Ханхарок, Ёборок. Всякого такие имена были. Уроженка бурятского улуса Загулан Качугского района Иркутской области Александра Ивановна Бураева Гордина родилась в 1926 году. Она представительница третьего шаноевского рода ихиритского племени. Сирота, отца нету, хынды-хырты бегам бити, хындышкыргуй. Нихэ родня гуй бегам бре, уренчул. Ни мамады, ни родители, тоже сирота росла. А хорен яргочка юлда гараб. 4 мая у бабушки, у дедушки. Туда бегапты бенери. Мама мне. Отец умер, мне было 6 месяцев. Бабетне. Угу. Кым жирте бага? Иван Сафонович. Хуты арте бага бины? Я арте бегап. Но я вообще его не знаю. Шурен бабян намды дядя был хима. Тане апрут не болна? Нахсат не? Нахсым не было. Но вот нахсен басын химте. Бабушка мне, мама мне. Вот мы втроем жили. Мама тихо диче залымы только хуряхда, что тебе горат. Таган схун ури бага тихде. Бешуйте больше горат, я гансыны гыб горат. Горден тенда. Внучка. И вот до сих пор живу. Мамин тендер кым бага? Мария Григорьевна Мантушкина. На своя фамилия. Дедушка был Сафон Богданович, бабушка была Поросковья Ивановна. Гордины. Гордина. Ардут бага? А? Арут бага? Арут дехне бага? Ну, и Сашна была. Бабень Мангаду, бабень Бурет, мамань Бурет. Александра была на 10 лет младше моей мамы. Ну вот они почти росли вместе. Потом уже Александра Ивановна уже помогала моей маме ростить вот 2 детей. Ну я совсем маленькая была, сколько там лет? 5, наверное, 6 было. Подходит к нам женщина в фартуке. Фартук вот так собранный. И там они коноплю жали. Жали серпами, видимо, потому что вот так суслоны были сложены. И она оттуда достала, подоткнула этот фартук и меня конопляными семечками угостила. А я еще смотрю, думаю, а приходили цыгане вообще в деревню. Но я знала, что цыгане есть. Я думаю, ну беда, какая-то цыганка подошла и кормит еще меня. Ну, откуда я знала, кто она такая? Ну вот.
Ну, а потом я уже, в принципе, не помню, уже я рано уехала из дома. Ну, иногда нет, да нет, то домой, то, значит, в деревню приеду. Ну, потом узнала точно, что она мне вот такая-то родня получилась. 4 класса, дурбин класс дудап, денсо, харгала хаяти. Колхозто ходило дебаб, сенокос косили вручную, а потом хадад ебаб, снопы взяли, молотили, посевную сеяли, баранили, пахали, все. Всю войну прожили на стану. Халмактанова Александра Дмитриевна. Бешнудни подружка дня, хугарар хадат, хульгуят. Бедушкер молотила, махшабде толхия. Еюкер гарара веяли, все вручную. Вот так моя жизнь прошла. Собирали колоски они там в свое время. Еще какое государство у нас интересное было довольно-таки. Поле, вот зерно, которое сжали, что-то осталось, лежит, а оно пропадет. Так нет, ведь надо было гонять людей. И чуть ли не за это не садить. Работали за трудодни. За эти трудодни копейки, по-моему, не давали. Да, зерном давали, может быть. Ну вот и здесь скотину держали. Ну вот и все. И вся оплата. И еще нельзя было, то есть надо было держать одну корову. И как ты с этой одной коровой? Но сельсовет, видимо, были молодцы люди, там кто сидел-то. Они записывали по одной корове. Еще умницы люди находились, которые так делали. Вот так вот. В общем, люд выживал так, как мог. В Качукский район за год зерно возили, сдавали зерно, кули 60 килограмм поднимали. Вот, было нам по 20, по 18 лет. Трудовой фронт, меня табан кули. В 1943 году, 8 марта, нас, 5 девушек, отправили на трудовой фронт в село Смоленщина Иркутской области. Это Александра Дмитриевна Халмактанова, Антонида Васильевна Истомина, Фёкла Михайловна Хомосова, Мария Шаноевна Егорова и я. Мы построили там железнодорожный мост за 2 месяца. Нам не было тогда и 17 лет. Все делалось вручную. Подвозили сваи из лиственницы, использовали ручной копер, где баба, то есть падающий груз, подымалась нами. Баба-копра весила 2-3 центнера. По очереди крутили катушку рычага и забивали столбы в землю. Ну ничего, жили все. Сега дублине колхозты ходимы бы, мушулы район ходер отправит. Кого на мясокомбинат, там у нас юнда, Качукский район, да, был этот, бойный, говорит. Вот там работали по 2-3 месяца зимой, холодно. Но на бойне работали, питались хорошо. Отряда хорят. Колхоз только злодевал. Ферма, да. Ну все, что же больше. Пахота, бараньба, все, ну, нам до бегах им. Хуба сгоды ебать. А почему на МТ, юхты хубут, баранили, пахали. Все делали. Такая жизнь была в войну. Хорошего, в общем, шибко не видели. Не видала я. Сегодня Александра Ивановна живет в городе Улан-Удэ с детьми и внуками. Она ветеран труда и тыла, вдова фронтовика, участница Трудового фронта во время войны, уважаемая старейшина рода. Потом замуж вышла в 1948 году. Харен я работаю до гора. Харен я работаю до гора, да. Учебут хон-хон нангаржару. Жаргон.
Табан басыған неге хубун гарыгыма. Хубун не минуте. Уже яровочка елы нахабела бен. Басыгат не хум барак хайхан. Худло дивно. Ну и чё? Так прожила. Самоучка же продавец был. Пенсиде гарап. Пенсиде гарап, а шандавры как нажыр балхада арбын ашамня арбылың уже деревнеде. Еме хопсяне вахаш, дейін шанхаш. Айты ашына дейікі болуд, тофалсықы болу. Дейі шанха хопсаға ваха болу. Басыға дейеш басыға. Тегеді жүбішін дер ехі болуд, худы ғорыққа қыртып. Хубырнен ғорға. А многим болжбяным. Арбың нәмің ғоштай болу. Арбын нәмечкін ғошын вот недавно буквально. Ну вот так вот. Арбын горбан аша, арбын яргон гуша. Вот так живу. Самой малой дочкой живу. Алын балуот байың. А хайран душин орбата дагадагын бизне басыга. Аны годың не хуйха было, да не те пенсия дагадагы биношку двидем. А это сама отхна хунда юхун ел болжыны не гарагап. Тиден тие хонам. Дождинка упадет на землю, как слеза, и вдаль поманит утром нас дорога. А мамины глаза нам вслед посмотрят ласково и строго. Все в жизни может быть, и радость, и гроза, не жалует судьба нас временами. А мамины глаза всегда следят с волнением за нами. Мы в поисках мечты меняем адреса, нам дома письма редкие прощают. А мамины глаза нас в детство по привычке возвращают. Все в жизни может быть, и радость, и гроза, не жалует судьба нас временами. А мамины глаза всегда следят с волнением за нами. Ну, чем отличались? Ну, вообще народ, конечно, весь всегда приветливый был, очень даже. Ой, какой-то городской приедет, его знать-то не знаешь, издалека здороваешься. Ну, конечно, знали, кто к кому приехал, и обязательно ходили в гости, потому что нам там конфета перепадет, нас угостят. Я помню, был сахар комковой. Вот играешь, ну, видимо, а сахар замыкался в сундуке. Не всегда его возможность была покушать. Вот это было, помню. Обычно играешь, и к дедушкам каким, бабушкам, дедушкам зайдешь, придешь, сядешь и сидишь. А может, кусочек сахара дадут. А может, конфету дадут. Ну вот, обязательно зайдешь. Вот и в итоге это угощали, будем так говорить. И самое интересное мне нравится, ну а что летом ели? Летом действительно мяса не было. Ну как мясо, не забьешь же корову. Но были овцы. А когда овец забивали, ну забивали интересно. У нас вроде как околоток наш. 1, 2, 3, 4, 5, 6 домов. 6 домов. Ну, деревня-то большая, а тут околоток наш небольшой. И значит, кто-то один забивает эту овцу. Забили овцу. Все должны прийти покушать летом. Ну, мясо, вот тебе. Ну, а мы мясной народ, мясо любим. Все ели это мясо. И еще с собой кусочек дадут на завтра, чтобы дома эта семья могла суп сварить. Ладно.
потом там дней 10 прошло, кто-то другой забивает. И также эти люди все идут и кушают в этом доме. Но это что? Но ни холодильников, ничего не было, а если и яма была, то это тоже ненадолго. Ну, на 2-3 дня. Ну вот и все. Там. Потом что будешь, какое мясо-то есть. Поэтому, видите, ранешний народ очень умный был. Вот они так и выживали, видимо, таким образом. А я уже позже анализировала, вот думаю, так интересно, а почему мы туда ходили все время ели? Потом там дней через 10 проходит, я туда ходила, мы ели. И вот думаю, оказывается, вот такая взаимовыручка была. нөхөрт не дэнде бадире. Но денди бадире, но Тэ багар. он в Японии тут. Но он, конечно, мало жил. Кім жүрте багар. Бураев Алексей Корнилович, Ямар мётгайхын багар. Загулан. Неге деревень. В одной деревне. Но он не жил. Хваиху бунге до Адима. Баба Янь Гулрима. Репрессия дорог. Байын әле бага. Боим бяхим только махтару, что убираю и все. Юбере. Дом построил и все. Не кулак было. Каждое лето Александра Гордина-Бураева выезжает на родину, где остался родовой дом. В Зугалане сегодня 8 дворов, а когда-то это было крупное село. Александра Ивановна, первая из зугаланцев, восстановила дом, усадьбу, и ее примеру последовали другие односельчане. Недавно она побывала на родине. Вот что рассказала Александра Ивановна. Народу там сейчас нет, но одно время загуланские начали возвращаться и обновлять родительские дома. С нас взяли пример. Живут там летом, красота там сейчас. В Загулане сегодня 8 дворов, остальные жители продали или перевезли свои дома. А раньше тут 3 совхоза было. Сейчас в селе живут Кузьмины, Субанаковы, Анчоновы, Алхуновы, Дахасовы, Дареев, Бураевы. 1 дом пустует. В соседней деревне кузнецы тоже начали поправлять свои жилища. К сожалению, в то время, когда мы были на родине, наша деревня вся была в дыму. Горел север Иркутской области. Почти весь лес у нас вырублен. За Зугаланом была тайга. Все вывезли. Мы приехали из города Улан-Удэ. Мы это представители Качественного района Иркутской области. У нас было в составе 11 человек. Значит, это мы представляли примерно 3 такие большие деревни. Это в Качественном районе это наша деревня Чептухой, Малая Голая, Улун и еще одна деревня Хальская. Извините, Хальская шо. Вот 4 деревни приехали. На сегодня я здесь представляю деревню Чептухой. Наша деревня Чептухой на сегодня осталось по последней переписи 72 человека. Целиком в Качественном районе сегодня 902 человека. В 1800-х годах нас было в Качественном районе порядка 18 тысяч было. Потом в 1923 году стало где-то 12 тысяч населения. И вот на сегодня почти у нас не хватает, даже 1000 не получается. Несмотря, мы знаем, что Качественный наш район бурят становится меньше. И может быть совсем стать меньше, может исчезнуть. Но нас радует то, что наши качественные буряты переехали в Курунканский район Бурятии. Наши качественных районов бурятов много в Баргузинском районе, много наших качественных бурятов в Кабанском районе. И уменьшаясь, как там, мы создаем здесь, как говорится, в этих районах, как говорится, наши, как говорится, создаем наши качественные ихирийские буряты. Как рассказывал уроженец Чептухоя Качукского района Виктор Сергеевич Патаев, профессор, доктор экономических наук, по последней переписи 2010 года в моем родном селе насчитывалось 72 человека. Всего в Качукском районе 902 человека. В 1800-х годах нас было порядка 18 тысяч. В 1923 году стало где-то 12 тысяч. Сегодня даже 1000 не набирается. Качукских и хиритских бурят становится все меньше. По-видимому, вот, допустим, мне плюс 5 было, 5-6 лет, наверное, скорее всего. Это получается 53-й, может, 4-й год. Даже крючков не было, видимо. Папа мне из проволочки сделал крючок.
И я побежала ловить рыбу. Ну, леску, все, удилище, короче, сделала. Я пошла и поймала рыбу на этот проволочный крючок. Пришла, и папа мне сразу поставил нормальный крючок. Ну, вот с тех пор и рыбачила. Ну, попадалось все. С братом мы ходили, потом он уже подрос, ходили, и щук ловили, даже больших. Вот я помню, с его ростом щука была большая, огромная. А попадали еще, делали эти, как их называют-то, загородки для них, чтобы попадали. Даже попадали эти андатры. И я помню, папа брал их за хвост и говорил: фу, Ванючка опять попалась. Вот такое было. Это даже и не выбрасывалось. В общем. А река какая? У нас 2 речки очень хорошие. Но раньше вот та речка, которая возле дома, она вроде очень большая была, и мы ныряли, плавали. А сейчас вот нынче она тоже, говорят, очень большая. Я нынче не была дома. А вот те-то года просто перешагивали ее. Как Да сейчас называется? Турча. Бурядара Турсагет. А следующая река Анга. Это уже через, ну, за горкой. Та большая река. Но, говорят, нынче Анга не сильно прибавила. И это все попадает в Лену. Зулкой словно. Природа те, деревня, природа, лес, кругом лес, пашни, а сейчас все в лес было. Мангадар Загуланом, Бурядар Атре. Атре. Атарай, да тарай, там дуруту есть, мыс есть, манга треби. А будем буре тре. То деми багадам жигаима, байметеше дулага жигаима. Вамуну ханакадам, игедея бахумжиган. Я нашигуй ярагал телебе, я да нашигуй зурка телебе. Яс, бите. Хулургишкедея бахадам, хухана гонзолима. Хури хилседея бахадам, ури муи танганалагаима. Ханаяга баханужан, хананхуино олану шадараяйс. Иногородние имахимте харахты. Огурцы мурганы, яблони роганы, малину роганы, смородину роганы. Вишню рогана. Это наш огород. В них хури. Кабачки вон лежат. А дома садили там в деревне капусту. Там хорошо росла. Березали темпе. 40 был, чтобы. Там самый холод, самый край деревни. Загулан? Угу. А в Татуре еще холоднее, где ивенки живут. Но ничего, жили, все росло, все ели, пили. Самое главное здоровье, ребятишки. Растите дома, а нас все. Я кажу, ты хорошо учитесь. Ладно? Угу. Дай Бог здоровья вам, счастья, благополучия. Тетя Шура, мы поздравляем вас с юбилеем. 95. Это такая огромная дата, мы даже представить себе не можем. Мы вас очень любим, очень уважаем, потому что вы такую жизнь прожили, нам, которая даже и не снилась, и мы ее даже не понимаем, как вы смогли все это выдержать. Столько детей. Я помню Загулан, мы туда приезжали, там столько нас было много. Мы все бегали, играли, кричали, а вы все успевали и нас накормить, и за каждым посмотреть, и понять, что там, как. Я даже сейчас, вот у меня 3 внуков, я думаю, что, а там было в несколько раз их больше, как вы все это
успевали и как у вас на это хватало сил. Но это, конечно, ваша доброта. Огромная доброта человеческая. И у нас самые лучшие воспоминания именно детства. Я помню, что мы настолько себя чувствовали у вас свободно. Я там очень много читала, занималась. Другие дети чем-то другим занимались. И вы всем оказывали внимание и давали нам полную свободу. Такой свободы как бы даже в семьях не бывает. А у вас мы это чувствовали. Оказывается, это самое главное в воспитании детей. Дать им возможность развиваться самим в общении друг с другом. Большое вам спасибо за наше, такое детство. Сейчас вот мы, когда арсу пьем, варим, редко, правда, у меня единственно сразу возникает образ нашего Загулана. А в малых голах нынче сенокос. Качает ветер ветки у берез. Они как будто листьями шуршат, напоминают, мама, про тебя. Мой Качу, пожелай удачи по жизни сыну своему. Прощаясь, я в душе заплачу, ведь Качу, я тебя люблю. Наступит день, когда опять сюда, как птица я вернусь издалека. Мне будет петь красавица Анга, как здесь она скучала без меня. Мой Качу, пожелай удачи по жизни сыну своему. Прощаясь, я в душе заплачу, ведь Качу, я тебя люблю. Ну, во-первых, действительно, этот человек, который не может сидеть без работы. У ней, видимо, что-то в организме, сказать, лады, не лады, скорее всего. Но в каком смысле не лады хорошие? Потому что есть такое, есть такие люди, которые, ой, у меня нога заболела, все, и я лежу, и многие так лежат. И они помирают быстрее, такие люди, потому что без движения ты что? Овощ потом превратишься просто в овощ. А она же не может сидеть. Трышни худмуралот явжили, бяхинки. Газан бр ныгыш сарың, ныгыш шепка шалхугуш. Сагая ху, хамжа, еще тележка дыр, хет, еще абатхина хаша, это три хучи. Тиже я бжигана. Хухушгу, бяхушгу, Тикет нырыш, хоян, анагар епкады тыршни, хоян балу бянкинти. Тима, как сказать, нрав такой у человека. Что сделаешь? Хороший человек просто-напросто. Вот и все. Во-первых, когда к ним приезжают люди, а приезжает очень много народу, у ней всегда все есть. И где-то она всех уложит спать. Самое интересное, всех накормит и напоит. А не всегда же такое бывает. А вы знаете, а мне казак сказала, а у нас места мало, у ней такого нет. Вот так вот.
Что могли бы пожелать ей тогда? Или вообще, что могли бы землякам сказать в своем заключении? Землякам заключение. А пусть все так и живут, как Александра Ивановна, как наша Шурочка. Вот и все. Ну, мы ее все любим, обожаем. Действительно, приходят к ней все ее проведать приходят. Долго не бывает. Но самое интересное, она и сама ходит ведь до сих пор. Представьте себе, человеку 95, и она все это понимает, да, ой, ну, там то-то, то-то, то будет. Она говорит, а я пойду. Самая лучшая мама земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Прости нас за то, что порой бывает, тебя обижая. Спасибо за то, что душой всегда за нас переживаешь. Ты чувствуешь лучше других свет радости, горечь обмана. И в мире нет больше таких. Ты самая лучшая мама. Самая лучшая мама земли, самая милая, светлая, самая. Мы так гордимся, что именно ты наша мама. Спасибо за руки твои, за то, что заботою нас окружила, и веры своей доброты, и весь этот мир нам подарила. Du hast mich. Du hast mich. Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад. Голубая метель, я сюда возвращусь, может быть, слишком поздно. Южный ветер ночной запах яблонь принес. Домик окнами в сад, ты приснился мне просто в той стороне, где пошло все на снос. Домик окнами в сад, ты приснился мне просто в той стороне, где пошло все на снос. Все на снос, дом и сад, и любовь, и печали, и калитка в саду, и оградка во мгле. Домик окнами в
в сон. Неужели отзвучали эти звуки, что-то душу ранили мне, домик окнами в сад? Неужели отзвучали эти звуки, что-то душу ранили мне? Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Домик окнами в сад заметает упрямо золотой листопад, голубая метель. Я что скажу? Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия. Живите все дружно. Что есть у вас, друг другу помогайте. Не ругайтесь, не скандальте, живите дружно. Все друг друга и ходите, уважайте. Ялкасте? Я